ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Вторник, 11:30, автовокзал. Ухтинская организация инвалидов проверяет доступность автобусных маршрутов. На сегодня в Ухте ходят 2 автобуса, оборудованные для перевозки людей в инвалидном кресле. Один из них марки «Лиас» на маршруте 104-й Ухта-Водный. Его и решили проверить первым. Перевозки на нем осуществляет Сыктывкарское АТП в рамках муниципального ухтинского контракта. Автобус низкопольный, то есть может опускаться ниже для удобства посадки людей. Также здесь есть пандус, по которому человек заезжает, специальное место для коляски и 3-точечный ремень безопасности. Одна проблема – человек в кресле может быть только один. Если приедут сюда 2 колясочника, то одного посадите, одного нет? Нет, ну если попросят, то будет, конечно, посадить. Просто, знаете, не о том речь. Речь о том, что вот что 114 мест автобус, да, вот у него способность перевозить по спецификации одного инвалида, да, и у «Газели» то же самое, один человек. Мы об этом говорим, понимаете? То есть говорим не о вас, а мы говорим о вот такой автобус. Суть просто в том, что... Нет, суть я понимаю, просто вот ситуации, допустим, жизненная ситуация. То, что суть, это все понятно. А жизненная ситуация, приехали 2-3 человека. Правила перевозки пассажиров и говорят: ребята, вот водителю 5 тысяч, должностное 10 тысяч, предприятие 30 тысяч. Все. Ну, то есть водитель вот как бы не возьмет и будет в своем праве. Нет, конечно, он будет прав. Нарушает закон. Представитель перевозчика добавляет, что в день это примерно 7 тысяч убытков от ЛиАЗа. Однако перевозчик соблюдает букву контракта, а раз ЛиАЗ уже приобретен, то остается на маршруте. Кстати, курсировать он начал со 2 апреля. Еще раньше специализированный автобус начал ездить в рамках муниципального контракта на 112-м маршруте Ухта-Ярига. Это авто марки ПАС, перевозчика «Доверие». Здесь все несколько сложнее, но также есть складной пандус, расширенная задняя дверь, кнопки вызова водителя снаружи и внутри салона. В целом же, как минимум один спецавтобус с возможностью перевозить человека в инвалидном кресле должен быть на каждом маршруте. Но есть дорожная карта, которая разработана до 2030 года, где, в соответствии с которой должно быть не менее 20 транспортных средств от общего числа, да, маршрутов, заявленных такие автобусы для перевозки маломобильных групп населения. В связи с тем, что автобусы сейчас очень дорогостоящие, в ближайшее время, по крайней мере в 2017 году, пока приобретение перевозчиками таких автобусов не планируется. Посадка и выгрузка занимает в среднем 5-10 минут. Правда, на некоторых остановках подойти к кнопке на корпусе автобуса может быть проблематично, но попросить людей рядом вполне реально. Александр Верташов в инвалидном кресле и представители муниципалитета, а также Ухтинского общества проехали и на 104-м, и на 112-м маршрутах от автовокзала до остановки на улице Куратова. Каково резюме? В целом ситуация, конечно, потихоньку исправляется. Появились хотя бы вот 2 таких автобуса, на которых инвалид-колясочник может проехать по городу, не по всему городу, но, по крайней мере, по центральной его улице и добраться с одного конца города до автовокзала. То есть это, конечно, огромный плюс. Очень много зависит от водителей, как водители этих автобусов будут реагировать на наличие на остановке инвалида-колясочника, как они будут ему помогать. Но в целом неплохо. Единственное, наверное, что вот в этот пазик высоковато самостоятельно не подняться, то есть нужна будет помощь постороннего человека, водителя, скорее всего. Автобус на маршруте 104 ходит 6 дней в неделю. Еще один оставшийся уделяется для ТО и варьируется от раза к разу. Расписание находится в салоне. Примерно в день совершается 7 рейсов. К сожалению, инвалидное кресло и человек в нем может быть только один. Да и спецавтобусов в Ухте всего 2 и на 2 маршрутах. Ко многим точкам города они не ходят. Но ухтинская городская среда стала немного доступнее, что, согласитесь, уже неплохо.